проблема в нашей стране. Зачем тогда учиться, если ты, выходя замуж, потом не будешь этим заниматься? Говорю же, видимо, супруг. Сиди, занимайся семьей, детьми. Нет, ты никуда не пойдешь. У меня есть знакомые, которые, допустим, жен сажают. Даже элементарно онлайн работать не надо. Может быть, они как-то самореализовываются за счет того, что жена... Жена сидит дома. Да. Привет, Тахмин. 100 лет не виделись. Ой, не говори. Смотри, Тахмин, ты художник, Так. педагог. Причем художник как творческий, так и коммерческий. Плюс мама, 2 детей, жена. И везде все успеваешь. Но ты сама себя как характеризуешь? Ну, скорее всего, я человек искусства, творческий человек, и взгляды тоже творческие. Все-таки я, наверное, человек искусства. Я не вижу себя в другом направлении, и в целом я могу охарактеризовать себя как человек искусства. А учитывая все вышеперечисленные твои занятия, откуда у тебя столько времени? Ты везде успеваешь, не закипаешь? Тут дети, тут педагог, тут ты что-то рисуешь, тут ты выполняешь коммерческий заказ, муралы на стене рисуешь огромные. Как все это успеваешь? Я в жесткий режим себя ввела уже, наверное, лет 5 как. И да, поначалу мне было очень тяжело. Стрессы, депрессии, выгорание. Но постепенно, уже войдя в этот режим, все с легкостью. Уже распределено. В это время вот это делаешь, в это время вот это делаешь, это время вот это. Это время для семьи, это время для творчества. И я стараюсь сильно себя, допустим, в педагогике не загружать. Или, допустим, у меня везде баланс. Я стараюсь держать баланс, чтобы меня не перевешивало приоритеты. Все равно в любом случае отдаю больше в семье, конечно. И, соответственно, за счет этого режима, баланса, нет, спокойно успеваю. Ну, согласись, мы с тобой закончили один колледж. Просто зрители этого не знают. Да. И примерно даже в одно время учились, плюс-минус 2 года. У меня такое складывается ощущение, что традиционная художественная деятельность, то есть художники традиционные, не диджитал, скажем, традиционная, это в нашей стране прерогатива сугубо женская. Потому что почему-то только девочки где-то рисуют, выставляются. Хотя пацанов училось намного больше. Но они дальше не идут. Нет такого ощущения, что одни девчонки только это могут делать? Нет, ребята тоже могут. Многие знакомые занимаются этим. Единственное, мне кажется, может быть, они не нашли себя в дальнейшем именно в этом. Все равно творчество, мне кажется, это помимо того, что это заработок, это еще и желание. Это любимое, как говорят, найди любимую работу, и ты с удовольствием будешь ходить. Может быть, они отдали приоритеты именно заработку, и им, может быть, захотелось намного больше, либо они реализовали себя в этой сфере. Я замужем, и, слава богу, у меня в плане финансов, то есть я не за деньгами, я как бы не в погоне за огромной суммой. Я беру в основном то, что мне хочется. Если, допустим, я вижу, что у меня не будет желания делать тот или иной заказ, я от него откажусь. Ну, ты говоришь, замужем. А согласись, много девочек, которые заканчивали колледж, институт, потом выходили замуж, и все, Да. В этом еще и заслуга мужа тоже есть. Он поддерживает, он одобряет, он еще и помогает мне. Бывает, он на машине куда-то, что-то, где-то. В этом плане поддержка 100% ощущается, поэтому благодаря этой поддержке я именно занимаюсь тем, чем я хочу, своим любимым делом. Мне кажется, проблема в нашей стране. Зачем тогда учиться, если ты, выходя замуж, потом не будешь этим заниматься? Ну говорю же, видимо, супруг. Сиди, занимайся семьей, детьми. Нет, ты никуда не пойдешь. У меня есть знакомые, которые, допустим, жен сажают. Даже элементарно онлайн работать не надо. Может быть, они как-то самореализовываются за счет того, что жена сидит дома. Да, я не знаю. Я далека от этого. Честно, я не понимаю такое. Обидно, конечно, на самом деле столько учишься. Есть и те, которые не только колледж, они и дальше пошли, они и институт дизайна оканчивая, сидят дома.
Такое тоже есть. Это действительно обидно. Хотелось бы, конечно, чтобы развивались. Мне кажется, это сильный удар по культуре, потому что довольно-таки много учеников учатся. Ребят хотят стать художниками. Да, я понимаю, что на первом курсе, я помню, когда мы поступили на первый курс, это все такие воодушевленные, думают, мы стали художниками. Воодушевленные миллионеры. Да, один палец себе порезал, что-то кровью рисовал, там все такие эти. Ну, конечно, ты потом окунаешься в эту всю художественную атмосферу. Потом, дай бог, чтобы твоя печень выжила. Ну, это у мальчиков, у девочек не так. Вот. Но все равно по итогу девочки, их и так мало. Они учатся и потом все, сиди дома, сиди да рожай. Мне кажется, это абсолютно неправильно. Неправильно, да. И она должна развиваться. Она, мне кажется, девочка деградирует. Это полная деградация. Это такая не самореализация. Это такая зависимая личность. А у тебя же был довольно-таки большой перерыв. Ты же после того, как закончила, пошла в институт дизайна, а потом бац и пропала. Да, я вышла замуж, родила детей. У меня 8 лет был перерыв, действительно. Я спустя 8 лет со страхом. Почему-то мне было страшно, что у меня не получится. Мне казалось, что я до этого 8 лет назад я работала намного лучше, и у меня это уже не пойдет, уже не получится. Нет, буквально месяц я набила опять руку, и в общем у меня вот пошло. Со скрипом? Нет, я самый первый. У меня за эти 8 лет была всего одна картина. Всего одна. И то я сейчас на нее смотрю и думаю, какая же она недоработанная, как же 8 лет писала вот этот мазиню, да. Да, на тот момент я прям вот мазок сделала, отошла. Мазок сделала, еще через неделю опять отошла. Я эту картину так долго писала. Нет, набила руку. Да, вот я вот с чего начала. Первая картина пошла тяжело. Я с трудом, мне прям обидно было, почему у меня был такой перерыв. Нет, потом вот пошло-поехало. Сейчас, слава богу, от души. То есть вот эти 8 лет ты чисто семьей занимался? Да. Или был какой-то творческий кризис, депрессия? Не было депрессии. А сейчас не бывает? Творческой? Да. Выгорание. Не бывает так, что, Нехватка. ну согласись, вот в современном мире быть традиционным художником очень сложно. Ты в определенный момент садишься И думаешь, тебе нечего. а зачем я это делаю? Зачем я трачу столько времени на ручную работу, когда каждый встречный говорит, эй, сейчас в компьютере сделаем, распечатаем, повесим так быстрее. Нет, такого нет. Если это что-то творческое, если это что-то мое, я делаю это не для кого-то. Я делаю это для себя, и мне это нравится, я самовыражаюсь. А если это заказ, это заказ. То есть это не заказ ручной работы, соответственно, я его выполняю. Если это творческое, то у меня нет такой мысли, что это вот может быть компьютером, либо диджитал. Это мне нравится. Семья тебе помогает в этом плане? Вот, грубо говоря, ты приходишь домой, уставшая, ты там рисовала мурал, пришла, и тебе муж говорит, все, теперь нам готовь, детей собирай, всех одевай. Или тебе все-таки есть помощь какая-то, понимание? Понимание есть. Я же говорю, у меня в любом случае я прихожу домой, готов, вот это все есть. Я после того, я не могу работать, допустим, придя домой, есть заказы, есть картины, я не начну, пока у меня дети не сделают уроки, пока они не покушают, пока они не лягут спать, пока у меня не будет здесь стабильно, я не начну творчество свое. Я, во-первых, сама буду отвлекаться, и в любом случае они это знают, что у мамы есть, допустим, там у жены есть вот эта вот еще задача выполнить еще вот это, и нет такого, что вот все, идем с нами спать, нас уложи спать, такого нет, да, все окей, мы все сделали, все легли, все сыты, довольны, и уже где-то к 10 часам ночи я уже свободна и могу спокойно начать заниматься своим творчеством. Согласись, что вдохновение это очень, как и талант, это ничто, если нет работы. То есть художество это ремесло изначально. То есть у тебя ремесло, ты должен нарабатывать. 95% успеха это работа, 5% талант. Если не один. Да, если не один. Если у тебя есть талант, то ты один раз выстрелил и все. Так, мне кажется, во всех делах. А вдохновение, честно говоря, вообще да, не гонюсь за ним, потому что так как креативщик, по идее, это уже просто у тебя
подсознание. То есть ты не сидишь, не ждешь у моря погоды, сейчас я придумаю. Ты берешь и делаешь. Может быть, то, что это превратилось в рутину, это уже не чувствуешь вот этого кайфа. Типа ты создал. Да. Возможно, из-за этого, когда вот уже доходишь до такого уровня. Да, ты знаешь, между прочим, есть такие, допустим, картины, вот из многочисленных картин, одна-две прям вот вау. А правильно говоришь, рутина, а есть такие картины, на которые смотришь, как ремесло, правильно, картина, все окей, понравилось, все, ништяк. А есть такие картины, которые ты сама, ой, может, я ее не продам, может, все-таки оставлю. Но самое, что обидно в таком плане, это дизайн то же самое в диджитал, да, то есть есть такие моменты, которые ты делаешь вымученные, да, Да, с кайфом, а они не заходят. Не заходят публики? Публики, скажем, в целом, да. А когда ты делаешь вот на потоке, грубо говоря, ты знаешь, вот это зайдет. Да, стреляешь туда, да, где... То есть это такая некая зона комфорта, это как вот выставки ремесленников. Вот я их, честно скажу, я понимаю, что это нужно, но это настолько неинтересно для меня. Мне нравится вот по отдельности все, но когда их всех сваливают в одну кучу, ты заходишь, просто куча тряпок. Куча каких-то скульптурок маленьких, и все одинаковые. То есть очень редко, когда какой-то вот что-то вау будет, да. И опять же возвращаешь, я замечаю вот этот вау-эффект почему-то в женских работах. Кто-то там делает какие-то, я не помню, я не назову сейчас имена, честно, да, скажу. Ювелиры есть девочки, современные вещи делают фьюжн, да, круто. Да. Не вот эти стандартные балдоки. Да. Они как-то их обыгрывают так красиво, там какие-то вышивку делают. Может быть, девочка чувствует как-то иначе, может быть, у нее как-то все-таки внутренний мир? Мне кажется, да, потому что все-таки в нашей стране художество, да, вообще креативность, вот, все вот это связано, почему-то очень маскулинное мышление, и люди думают, что если человек творческий, то он немножко не мужчина. А он должен быть мужчина, он должен себя показать как мужчина, все дела. А девочки, они более свободны в этом. Да, есть. Я замечала такое. То есть действительно. У девочек лимит доверия, вот этот кредит доверия, да, на то, что она может что-то творческое сделать, намного больше. Да. Если пацан делает, у нас сразу говорят, все. Лузер. Нет, не то, что даже не лузер, там другие слова говорят. Очень ужасные. Да. Я, кстати, я заметила, есть такое, может быть, восприятие культуры нашей именно, я не знаю, в других странах, по-моему, не так. Ты можешь сейчас назвать вот действующих, работающих художников, кто вот сейчас реально, потому что ты больше в этом крутишь сейчас, чем я. В процентном соотношении кого больше, девочек, мальчиков? Девочек, да. 1-2, кого я знаю. Кто, в принципе, учился с нами. Их на самом деле было много, но, да, в основном девочки. Даже масштабные, объемные проекты, объекты 6-метровые, 10-метровые умудряются взять девочки. Несмотря на высоту и масштаб, обычно как все равно, на самом деле, парнишки легче залезть на 10-метровую высоту. Нет, девчонки в основном. И клиенты ищут почему-то девочек. Есть, допустим, клиенты, которые, группа, да, допустим, ребят, в общем, всех художников, да, и девочек, и мальчиков, и клиент останавливается почему-то на девочке, на художнице, не на художнике. Не знаю почему. Твои дети не хотят рисовать? Да, у меня дочка очень хорошо рисует. Прям очень хорошо рисует. Она думает, у нее есть, допустим, она еще не определилась о выборе профессии, но она знает, что она будет помимо своей профессии заниматься еще и творчеством тоже. Она еще, наверное, когда ей было лет 7, сейчас ей 11-12 пошел, она уже тогда говорила, я хочу стать художником. Она не понимала, что это за образование, что за профессия, как это можно, как вообще это действует. Она видит, что мама делает, мама занимается творчеством, пишет дома картины, ездит куда-то на объекты, показывает фотографии, я тоже хочу. Но тогда уже она знала, что я тоже хочу, я тоже буду. И по сравнению со мной, я в ее возрасте рисовала хуже, честно. Я в ее возрасте копировала. Но вот так вот сфантазировать силуэт, анималистику я так не могла. У меня это где-то годам к 16, к 15 появилось.
именно свое, что-то свое. Это мое, это я могу назвать моим, да, допустим, не копией. У нее нет, у нее вот раньше намного. Одна история, я ей рассказывала о том, как ты однажды пошутил над нами, возвращаемся мы с колледжа домой. И тут такой вопрос прозвучал. Вот тебя, нас было 5, 4 девочки, однокурсницы и ты. Кто из нас? Я, кстати, об этом ей неоднократно. Я ей рассказала эту историю для того, чтобы я привела ей пример в целях воспитания. Я ей рассказываю, говорю, вот однокурсник, идем, и он спрашивает, кто читал такого поэта Раймонда Абуви? И я раз такая думаю, опа, что-то такое интересное. Но я вот прям ни разу о нем не слышала даже, да. И тут 3 из нас сказали, нет, мы не читали, нам так стыдно. Ну, в общем, вот как бы ты об этом знаешь, ты его читал. Ну, как бы мы не читали, ну ладно. Мы не читали, одна из нас говорит, да, я читала, я вот ей это рассказываю, говорю, ты представляешь, говорю, одна из нас говорит, да, я читала этого автора. И тут у вас завязывается диалог, да, вот такое произведение, да, она так вот яро поддерживает, да, я тоже читала, и вот это, ты ей, да, вот, и она, да, и это я тоже читала, в общем, читала, вот так вот, минут 20 у вас диалог, читала, и тут бац, ты в итоге признаешься и говоришь, речь шла, об авторе Раймонда Абуви, я выдумал его, вот здесь я прочитала ремонт обуви. И раз она так в осадок выпала. И ты такой, ты читала, ты его, ты ремонт обуви, вот мы ржали. И я дочке вот с тех, вот я вот этот пример привела, говорю, никогда не сознавайся в том, чего ты не делала, что ты не слышала. Ложь, она всплывет в сию секунду. Ей так было стыдно, я имен тоже не буду называть. История была вообще, я до сих пор помню. Я даже не помню этого, честно. Вот хоть убей, не помню. Я просто говорю, я настолько... Вот я ей даже, дочке даже говорю, что люди запомнят ложь, в какой бы форме она, даже вот в юмористической среди нас, вроде бы, ну мы как бы друг на друга, да, вот, ну пошутили и пошутили. Я до сих пор помню, хоть речь шла не обо мне, а о подружке, однокурснице, я запомнила. Я уверена, что те, кто были с нами, девочки, они тоже об этом помнят. А тебе вот социальные сети сильно помогли в развитии? Да, у меня в основном заказы были вот с соцсетей, но нет, такие тоже были знакомые, но соцсети помогают. Рекламируешь картины, нравится. Так-то никто не видит. Галерея особо, мне кажется. Кто в галерее? А какая галерея? Да. Назови мне галерею. Была Сухробовская галерея, уже нет. Вот куда мы могли пойти? Какой еще галереи? Это если выставки, на официальные выставки определенных художников пойти посмотреть, а так. Ну и официальные художники очень традиционно. Вот сейчас я вижу, некоторые наши взрослые, наши муалимы заводят себе социальные сети, и это так слабо, грубо говоря, ведение. То есть ты в медиа, ты можешь преподнести себя намного интереснее. Как думаешь, было бы... Вообще нужно ли в колледже, в институте дизайна сейчас, в нынешнее время, вводить такую дисциплину, как вот самореклама в социальных сетях для художников? Я бы хотела. Между прочим, я об этом думала. Почему в то время нам запрещали рекламировать? Ну, то есть ты не ремесленник, ты делаешь это для себя, это твое личное творчество. То есть ты делаешь это не для продажи. А сейчас как раз-таки вот это и есть продвижение. В любом случае, мне кажется, сейчас очень даже было бы актуально в том же самом колледже, в том же самом институте ввести именно вот обучить, не только дать возможность творить, научить, как создавать, но и как и продавать. Да. Я говорю, как делать себе имя, какие шаги делать базовые, как продавать. Да. Было бы очень хорошо. Смотри, вот мы учились, у вас тоже было фотодело. Да. Это грандиозная вещь. Да, ты сидишь, вот эти черно-белые фотографии, вот это все лешь. Для чего? Сейчас этого нет. Ты пленку сейчас не найдешь. Да, для чему ты это учишься? Я думаю, что да, на самом деле, мне кажется, я давно к этому пришел, что вот именно ремесленники, художники должны прям вот в институтах, даже вот здесь в Бехзоде, бывший музей, да, прям вести дисциплину, пусть немного часов.
но чтобы ребята учили, пусть будет медиаграмотность, но продавай себя, продавай свои работы. В конце концов... СММ, ну, Да. чуть-чуть. Не, в конце концов, это же развитие страны. Да. Чем больше таджикских Да. художников будут выкладывать свои работы, тем более в стиле фьюжн. Фьюжн, потом куда-то там, где-то ездить. Больше это людей будет, будут да, знать про Таджикистан, про приглашать. культуру. Да. А ребята бедные учатся вот это традиционное вот, построению, вот это с карандашом, сидя с А кисточкой, потом этим и не занимаются. и не занимаются. Потому что они умеют, либо не находят себя. Это мы умеем. Сейчас у нас есть, допустим, возможность. Если бы, мне кажется, если бы мне было 60 лет, я бы не захотела вести соцсети. Помню, как нас учили, что типа сначала научись, а потом говори, что ты художник. Да. А с другой стороны, ребята-модельеры, им сейчас дай социальные сети. Ну что, возьми любого модельера, там просто ерунда, какие-то силуэты рисуют, там набирает кучу просмотров, это же мотивация. Да. Для тебя мотивация была, когда твои работы лайкали, когда писали «молодец», Да. «круто». Согласись? Да, просто я чувствовала, что нравится эта работа, что она не висит у меня просто дома, и вижу ее я и моя семья, а ее видят люди, и им это нравится. Плюс, да, по обратной реакции ты же можешь определить, в какую сторону тебе Да, лучше идти. да. Что у тебя лучше именно получается. заходит. Правильно. Ученик, мне кажется, должен сам развиваться, нет? Студент, вот он закончил, но в любом случае он же не остановится на том, что ему дали академический рисунок. Он же в любом случае будет дальше. Вот я, например, не остановилась на академическом. Я общаюсь с художниками, с художницами с России, с Бразилии, с Ирана. Посредством социальных сетей. Да. И я вижу, что делается там, то есть, как говорится, дальше своего носа. И знаю, что я не буду, допустим, сидеть и делать орнамент, который я изучала, да, я буду в любом случае. Да, наша культура, она очень обогащена, она очень, ее развивать и развивать, она настолько безгранична и безгранна, да, но хотелось бы действительно ее в современном, да, немножечко. Да, чтобы она с ногу со временем шла. Да, немножечко ее усовершенствовать, да, чтобы была хотя бы, ну в тренде, да, как говорится. И плюс тут бы родилась большая конкуренция. А при большой конкуренции растет рынок в целом. Да. И я не знаю, у меня такое ощущение, что вот сейчас, когда каждый сам себе медиа, сам себе продавец, сейчас нету союзных выставок, где у тебя по-любому купят картины. Художественный фонд тебе не закажет 10 картин, ты их напишешь, живешь в свое удовольствие. Да. Такого нету, Да, сейчас нет, надо сейчас бегать, такого продавать. Особенно художникам. И здесь, я думаю, социальные сети, их надо прям детей учить с колледжа. И не бегай, да, вот именно что в социальных сетях, потому что сейчас и не побегаешь, особо и бежать некуда. Сейчас в соцсетях все. Как думаешь, что будет дальше? Стагнация или развитие? Мне кажется, развитие. Мне кажется, молодые художники, они развиваются. Те, кто остался в этом направлении, они стараются показать что-то новое, они стараются как-то... Не, в любом случае, мне кажется, они развиваются. Именно вот те, кто остались, те, кто жаждет развивать именно вот творчество. Пусть даже это будет живопись, не в целом творчество, а вот просто живопись. Модельеры, они вот это все, это и без нас, да, как бы это в любом случае развивается. Но очень мало, мне кажется. Вот сколько вас училось на курсе? Сколько поступило, помнишь? Да, Сколько? 23 поступило, Сколько полгода. закончили с дипломами? 6. 6. Кто работает сейчас? По направлению? Ну, кто вот занимается творчеством? Из нас Угу. 2. То есть 23 человек, 2 человека. Да. И то тебе повезло, что у тебя муж хороший. Да. И Надька. Все, Между да? прочим, она тоже, да, занимается. Да. У нас то же самое на группе было. Я не знаю, я думаю, если сейчас не ведется какие-то изменения с учетом современных технологий, Нам тяжело вот это все на самом деле как-то внедрять куда-то за это границу. нам тяжело, Это понимаешь? нам тяжело. А они-то молодым-то легче. Ты Нет. просто знаешь то, что, например, на территории вузов, там, да, вот государственных учебных заведений нельзя пользоваться ни интернетом, ни мобильными. Да, они сдают Ну как свои художникам телефоны. нельзя пользоваться? Это как, помнишь, в свое время в колледже хотели мальчиков заставить приходить в пиджаках и костюмах. Да, Когда ты пишешь маслом, халат. спокойно... Помнишь, фартук одевали? Да, ну ладно, фиг с ним фартук, да, халат этот бордовый. Да, Покойный директор же нас тогда отстоял, но заставили всех постричься. Они как Пацанов. бы приобщили, да, как бы ко всем студентам. Вы тоже должны Да, соответствовать. Да. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы
было все в ногу со временем, действительно. Вот этот СММ, ты сейчас правильно говоришь, вот этот СММ все-таки нужно. Они как-то пытаются, мне кажется, их гасят, может быть. Нет, их надо учить как-то правильно делать. Проводить какое-то время, учить их правильно, просто как вести себя в социальных сетях. Медиаграмотность, особенно для художников, это необходимо. Да, Они по-любому. подтянутся потом сами, будут развиваться, они получат кайф. Получат первые лайки, получат первый комментарий, скажут: о, ну значит не зря. Глядишь, из первого курса заказа, да, Глядишь, и работа. девочки потом, выйдя замуж, будут продолжать работать. Да, Потому что уже будет какое-то имя. А не так, что их взяли, посадили дома, сиди вон с детьми, рисуй детям. уроки ИЗО. Да. Окружающий мир. Да, да. Кто мы? Мы прогрессоры, скорее всего, мы прогрессоры, как бы действительно мост, который я бы хотела, к примеру, чтобы видели, что есть в других странах, что есть другие материалы, что есть другие техники, что есть другое от стандарта отошедшие, да, вот прогрессоры. Да. От традиции к современному. От традиции, Традиционного да, к современному. к современному. Хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь.